В минувшие выходные в Якутске прошла рыбная ярмарка. Многие горожане купили деликатесной продукции в надежде вкусно поужинать. Но одна из покупателей моментально потеряла аппетит после увиденной начинки в карасе. Вот такая полоска, там полное пузо. Это же какой-то гад. И это не единственный случай. Карась с такой же начинкой попался и другой жительнице Якутска, который был куплен тоже на рыбной ярмарке. В целом, за 2 дня мероприятия жители и гости столицы купили более 50 тонн рыбы. И сколько еще подобных эпизодов произошло, остается только предполагать. Ну, бывает, что попадается в мелкой рыбе. Ну, бывает, что и в чебаке попадается. Бывает, что и в карасе, конечно, попадается. Ну, чистим. В термической обработке. Ну, вроде бы ничего, живы-здоровы. Практически вся вылавливаемая рыба заражена паразитами, констатируют специалисты. Это обусловлено ее кормовой базой. И ключевую роль в безопасности рыбной продукции, поступающей на столы якутян, играют условия ее хранения. Не вялить, не сушить, а сразу же на сковородку. Специалисты советуют, если и варить, то не менее 20 минут, а в морозильнике держать при минус 18 около 3 суток. Высокая температура и заморозка почти наверняка убивают всех паразитов. Только после глубокой заморозки в течение нескольких дней рыбу можно солить или нарезать на строганину. При слабосоленой или плохо обработанной рыбе паразиты попадают в организм человека. Среди симптомов – нарушение желудочно-кишечного тракта и повышение аппетита. Если вы такую рыбу нашли, естественно, такую рыбу есть нельзя. Ее нужно просто уничтожить. Вот. И кормить своих собак, кошек тоже этой рыбой тоже категорически запрещено. Вообще летнего улова все рыбу нужно употреблять только термически обработанную. Свежепойманная рыба – одно из неотъемлемых блюд в рационе многих якутян. А строганина и индигирка уже прочно вошли в меню всех праздничных столов. Однако при подледной рыбалке среди улова может встретиться большой процент зараженных рыб. Брюшко вздувается, рыба плохо плавает. Она поднимается в верхнюю часть воды, скапливается в одном месте. Такая пораженная рыба. Рыбаки могут попасть на такое место и выловить неводом почти всю такую рыбу. Но, как утверждают ученые, паразит, обнаруженный владельцами видео, безвреден для человека. В большей степени опасность несет в себе заболевание гельминтови дифилобатриоз. Паразит чаще всего встречается у селедки, горбуши и киты. Его развитие в организме человека может привести к серьезной анемии и общей слабости. Всего за текущий год по республике дифилобатриозом заразились порядка 1000 человек. Фултон Валареса, Роберт Набиев, Максим Бурцев, Вести Якутск.